На одной из главных улиц Стамбула звучали крымско-татарский гимн и песни. Крымские татары Турции провели митинг, посвященный нарушениям прав человека в оккупированном Крыму. Подробнее в сюжете нашего корреспондента в Турции Эминя Халил. В Стамбуле прошел масштабный митинг, посвященный Дню прав человека. Протестное шествие проходило в одном из центральных районов Стамбула на проспекте Истикляль. Участники акции сначала собрались возле лицея Галатасарай. Мы организовали этот митинг-протест, чтобы в День прав человека обратиться к Европе и Америке. Запад не оказывает должной поддержки похищенным и заключенным крымским татар в Крыму, в то время как проблемам христианского общества уделяется особое внимание. Россия похитила в Крыму наших соотечественников. Они в тяжелой ситуации. Права человека нарушаются. Наши отношения будут и дальше продолжаться с крымскими татарами. Мы будем рядом с нашими братьями, которые в Крыму. Затем участники митинга направились к консульству России в Стамбуле. Во время шествия развивались крымско-татарские и турецкие флаги. Люди выкрикивали различные лозунги на протяжении всего пути. Путин прочь, руки с Крыма! Крым тюркский, тюркским и останется. Крым станет могилой для России. В Крыму не прекратятся азаны. Крым станет могилой для России. Российское консульство было оцеплено и охранялось полицией. Дошедшие до консульства участники остановились и продолжили скандировать лозунги напротив здания. После этого зазвучали турецкий и крымско-татарский гимны. Прочитали молитвы для крымских татар, которые были похищены, убиты, и тех, кто находится в заключении. После молитвы зачитали заявление о нарушениях прав человека в Крыму после оккупации Крыма Россией. Ахтема Чигоза обвинили в провокациях, и ему грозит 15 лет лишения свободы. В его лице угрожают всему крымско-татарскому народу. Начались преследования крымско-татарской прессы. Медиа, освещающие нарушения прав человека в Крыму, стали запрещенными, и попытка остановить их работу является еще одним методом ущемления крымских татар. После выступлений главы дернеков разных городов Турции возложили черный венок к стене здания российского консульства. Смысл этого венка в том, чтобы показать наш протест против геноцида крымско-татарского народа, начавшегося в 1944 и продолжающимся по сей день. Мы в очередной раз сказали им: остановитесь на их противоправные действия в адрес крымских татар. На митинге против российского режима присутствовало около 1000 человек. Сюда съехались крымские татары с разных городов Турции, а также представители других национальностей, которые разделяют боль крымских татар. Мы собрались сегодня в Стамбуле, чтобы разделить боль наших соотечественников в Крыму. Мы хотим поддержать наших братьев, хотим дать им понять, что мы рядом с ними. Мы всегда с Крымом, всегда будем продолжать поддерживать. Мы пришли сюда, чтобы выразить свой протест против России. Рано или поздно Крым станет независимым. Сегодня 10 декабря, День прав человека. Мы собрались в Стамбуле на Таксиме. Мы представляем крымских татар из различных городов Турции, протестуем против аннексии Крыма России. Вкратце мы говорим: Россия, вон из Крыма. С 15 июля 2016 года митинги и шествия в Турции запрещены из-за объявленного властями чрезвычайного положения. Но несмотря на это, крымско-татарский дернек Стамбула, заранее написав заявление органам властей, смог получить разрешение на проведение данного шествия. Протестный митинг продолжался на проспекте Истикляль около 3 часов. Эминя Халил, Владлен Мельников, Заман, АТР, Стамбул.